Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается ежегодно 11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения Джеймса Паркинсона, врача, впервые описавшего это заболевание. Цель дня – повысить осведомленность о заболевании, поддержать пациентов и улучшить качество их жизни. Что нужно знать об этой болезни, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Алексей Топаков, кандидат медицинских наук, доцент мединститута Северо-Восточного федерального университета. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с терминологии. Что же собой представляет болезнь Паркинсона? Болезнь Паркинсона вообще относится к группе нейродегенеративных заболеваний. То есть это заболевания, при которых идет избирательная, можно сказать, гибель определенных нейронов. Но если мы говорим про болезнь Паркинсона, это преимущественно нейроны, которые продуцируют нейромедиатор дофамин. И из этого следует, что болезнь Паркинсона имеет типичные моторные проявления. Это человек замедляется, движения его становятся скудными, возникает мышечная ригидность и может появиться еще и тремор. Но помимо моторных нарушений, к огромному нашему сожалению, болезнь Паркинсона имеет еще очень большой, широкий спектр немоторных нарушений. Они могут быть разнообразными. Это и нарушение сна, это и нарушение обоняния, это и запоры. А на более поздних стадиях это может быть даже и когнитивные нарушения, и деменция, которые намного снижают качество жизни пациентов, даже нежели чем моторные ее проявления. Ну вот да, участь совсем незавидная. Вы просто отметили, что нейродегенеративное. Я думала, это как-то связано с тем, что значит заболевание неизлечимо. Ну, вообще, если подойти к этому вопросу философски, да, то у нас неизлечимых заболеваний-то в принципе очень мало. Даже если мы возьмем тот же сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, то они тоже же неизлечимы, но очень хорошо поддаются терапевтическим воздействиям. Тут то же самое. То есть пациенту, да, мы понимаем, что это заболевание неизлечимое, но с помощью фармакотерапии, с помощью даже нейрохирургических методов мы можем снизить симптомы заболевания и тем самым повысить качество жизни наших пациентов. А как вообще получилось, что вы решили заняться болезнью Паркинсона и вообще в целом неврологию для себя выбрали? Значит, я болезнью Паркинсона занимаюсь уже со студенческой скамьи, можно сказать. И тогда изучение болезни Паркинсона, можно сказать, начиналось не только в нашем регионе, но и по всей России. И актуально стояли вопросы эпидемиологии данного заболевания, ранней диагностики этого заболевания. И поэтому тогда мы знали, в принципе, довольно мало, чем знаем об этом заболевании сегодня. Поэтому, видимо, это послужило толчком, почему мы решили все-таки заняться болезнью Паркинсона. А что тогда показывает исследование? Возможно ли какая-то, не знаю, ранняя диагностика заболевания? Ранняя диагностика заболевания возможна, и нужно, значит, обратиться, когда первые моторные симптомы – это и замедленность движения, может быть, шарканье при ходьбе, это какая-то согбенная поза, но не говоря о треморе, да, нужно довольно рано обратиться к врачу. Но, к огромному сожалению, мы и сейчас это замечаем, что симптомы болезни Паркинсона, они воспринимаются как течение естественного старения, потому что болезнь Паркинсона – это все-таки болезнь больше пожилого и старческого возраста. И, к счастью, можно сказать, что мы с каждым годом видим, что пациенты обращаются на довольно ранней стадии. Даже если мы возьмем 10 лет назад, то пациенты уже к нам приходили, когда практически не могли двигаться. Но сейчас мы видим, что приходят пациенты с довольно мягким симптомом. И если мы говорим про раннюю диагностику, то сейчас уже внедряются методы, это, например, ультразвуковое исследование черной субстанции, это и альфактометрия, которые, я думаю и надеюсь, что в нашей республике скоро будут доступны. Ну, вот по поводу старческой болезни. Есть же вот такой, скажем, хрестоматийный пример. Актер Майкл Джей Фокс, который снимался в киновселенной, да, «Назад в будущее», он же в 30 лет уже получил это заболевание.
Да, ну, здесь где-то процентов 10-15 пациентов с болезнью Паркинсона, они имеют так называемую моногенную форму. Моногенная – это, мы можем сказать, это как семейная форма. Да? То есть человек унаследовал от матери либо отца, но плохой ген. И такие формы, они имеют часто как раз-таки раннее начало, и человек может заболеть даже в 20 лет, в 30 лет. И у нас в республике даже такие случаи тоже есть, когда имеется именно семейная форма болезни Паркинсона. То есть получается генетическая предрасположенность? Но генетика вообще играет роль в развитии болезни Паркинсона любого. То есть семейного, про который мы говорили, это раннее начало, да, или даже при болезни Паркинсона, которая начинается в более таком пожилом возрасте. Тут разница в пробиваемости генов. Если мы говорим про позднее начало, то здесь играют гены, которые имеют очень низкую пробиваемость. И чтобы болезнь развилась, нужно воздействие факторов внешней среды, которые довольно хорошо у нас изучены. То есть, как мы можем ответить на вопрос? Если пациент заболевает в таком позднем возрасте, то дети, как правило, имеют предрасположенность. То есть не обязательно они заболеют этой болезнью. А если человек заболел в раннем возрасте, и у него уже мы выявили какую-либо мутацию, которая обуславливает раннее начало, то потомство будет иметь довольно высокие риски тоже раннего начала болезни Паркинсона. А как тогда предупредить заболевание? Заниматься, может быть, чем-то, что развивало бы, не знаю, мелкую моторику? Если мы говорим про профилактику данного заболевания, да, то есть факторы, которые повышают риски, и есть факторы, которые снижают риски. Но давайте поговорим о факторах, которые снижают риски болезни Паркинсона. В первую очередь это, конечно же, физическая активность. Физическая активность и, как ни странно, курение, например, снижает риск болезни Паркинсона. Да. Длительное курение 20 лет. Но интересно, что если человек бросает эту свою привычку, то через 10 лет риск у него возрастает. Но мы, врачи, можем ли рекомендовать курение как методику, которая профилактирует болезнь Паркинсона? Ну, скорее всего, нет, потому что есть ряд заболеваний, это и инсульты, и инфаркты, но не говоря о онкологии, да, которые как раз-таки обуславливаются именно курением. Еще другой фактор, который снижает риски болезни Паркинсона, это потребление кофе. Да? Но кофе – это 3 стакана эспрессо в день. Но это многовато для меня точно. Более чем. Да? Есть фактор, наоборот, риска. Это контакты, например, с гербицидами, пестицидами. Это и мелкие черепно-мозговые травмы, которые человек может получить в течение всей жизни. Небольшие не тяжелые черепно-мозговые травмы, а как раз-таки именно маленькие черепно-мозговые травмы. Поэтому, например, у боксеров это встречается более часто, чем у обычной популяции. Ну и в последнее время еще обсуждается роль загрязнения окружающей среды в развитии болезни Паркинсона. Вот такие факторы мы на сегодняшний день знаем, которые могут каким-то образом повлиять на развитие данного заболевания. Получается, что курение и кофе, да, в качестве нейромедиаторов выступают? И физическая активность. И физическая активность. Да, у них там нейромедиаторные связи, это связи с рецепторами, которые и обуславливают вот такой протективный, можно сказать, эффект. Интересная комбо. Да, очень интересная комбо. Как вообще можно поддержать или контролировать недуг, чтобы участь больного была легче? Значит, мы, врачи, назначаем, фармакотерапию. То есть это препараты, которые восполняют нейромедиаторы. В первую очередь это дофамина. У нас, в принципе, арсенал препаратов большой, поэтому мы и на ранних стадиях, и на развернутых, на поздних стадиях подбираем препараты довольно индивидуально. Если это не помогает, это и
хирургическая помощь, точнее, я неправильно сказал. Если это помогает, но помогает очень коротко, то это нейрохирургическая помощь. Тут, конечно, операция на мозге. И поэтому есть много нюансов, которые мы должны учитывать, прежде чем направить пациента на оперативное вмешательство. Но это не все, потому что, например, вот я всегда пациентам своим говорю, скандинавская ходьба – доказательный метод снижения симптомов при болезни Паркинсона. Да? Или же танго тоже имеет довольно хорошую доказательную базу. Поэтому здесь уповать только на препараты нельзя. Тут нужно еще параллельно самому тоже заниматься, чтобы и качество жизни улучшить, и снизить симптомы такого заболевания. Поделитесь статистикой, сколько у нас есть страдающих таким недугом в республике? Значит, мы с 2012 года ведем регистр пациентов с болезнью Паркинсона, пытаемся фиксировать всех пациентов, которые находятся с установленным диагнозом. И регистр в настоящее время включает более 600 пациентов, это по нашей республике. Но здесь хочется сказать, что у нас по районам получается довольно широкий диапазон, потому что есть районы, где распространенность довольно хорошая, а есть районы, где распространенность довольно низкая. И сейчас наша кафедра, например, пытается понять, почему так получается, на каком этапе у нас снижается диагностика. Либо пациенты не вовремя обращаются, то есть обращаются довольно поздно, да? Либо это задержка на уровне первичного звена. И на этот вопрос, я думаю, мы получим ответы уже в скором будущем. Но мы же так находимся еще далеко от федерального центра. Как правило, все какие-то фундаментальные исследования проводятся там. Но у нас здесь тоже интересная база. Например, может, климатические условия как-то влияют? Здесь мы оказываем весь спектр диагностических и лечебных мероприятий при болезни Паркинсона. И еще изучаем, конечно же, этническую составляющую. Да? Почему этническая составляющая изучается при болезни Паркинсона? Потому что это могут быть разные совсем гены, которые обуславливают развитие болезни. И, соответственно, эти гены могут дать нам какую-то чуть иную клиническую картину, которая не присуща, допустим, для всей популяции России, можно вот так сказать. Ну что ж, Алексей Алексеевич, большое спасибо, что пришли к нам за такую небольшую, но все-таки лекцию. По возможности приходите к нам еще. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.